бессмысленное. Я спорить не хочу с судьбой. Судьба всегда за нас с тобой. Все ушло, казалось, нам не раз. Но судьба хранила нас. Этот круг не связать. Сколько слушают глаза, но встречаются наши пути. Дальних звезд манит свет, пусть мы врозь столько лет. Нельзя от судьбы уйти. Мы думали, что пройдем путь. Нельзя ушедшее вернуть, что пора бежать от стертых фраз. Но судьба хранила нас. Трудно жить, не любя, горько быть без тебя. Мы зачем-то простились опять. Только все ж по весне вновь придешь ты ко мне, и время помчится полуночный час, как гроза будет нас, как пастуший рожок, как сердечный ожог, и любовь леса решает спорить не хочу с судьбой. Судьба всегда за нас с тобой. Все ушло, казалось, нам не раз. Но судьба хранила Гентери, вы одна из немногих ваших ровесников, уж так сложилась ваша судьба, рано могли слышать западную музыкальную информацию. И к тому же вы композитор, пишете интересную музыку. И все-таки вы обращаетесь к музыке Резникова. Почему? Что для вас его музыка, как для композитора, как для творческого человека? Его музыка для меня вот раньше, когда я первый раз услышала его песни, я уже тогда сочиняла и глубоко изучала это все. Для меня это было потрясением, потому что такие песни, как писал он, как старалась писать я, но он был человек, который со стороны я видела, что такие песни есть, которые не от мира этого. Они нет страны этой, нет воспитания. Это было в эпоху застойной и страшной музыки, которая пробовала сначала заменить русскую народную музыку, потом она пробовала заменить церковную музыку, потом она пробовала заменить даже западную музыку. Это все, конечно, было ни к чему, невозможно. И среди исполнителей совершенно сомнительных способностей и целей, которых было полно, когда мы росли, и Витя и я, когда мы начинали сочинять, когда мы мечтали.
вдруг услышала я, что есть такая музыка. Он меня нашел в Литве. Это случилось далеко до Горницы, потому что в Ленинграде я ездила с лет 15 со своими сольными концертами, телевизионными. И он в Литве меня нашел и предложил признание. И эта песня меня совершенно потрясла. Она была настолько свежа, настолько какая-то мировая. Она никак не обозначала состояние страны, воспитание. Она была его, то есть из высочайшего какого-то мира, из особых взглядов. Витя по своему возрасту и поколению был удивительно всегда модерн, всегда свежий. Ни одна из его песен нет какая-то, не знаю, пожилая или вышедшая из времени. Я считаю, что он в этой стране был единственным, абсолютно одним только композитором, который понимал всегда и вчера, и тогда, как надо работать. Каждый день